Продолжаем эфир телеканала «Якутия-24» обзором экономических, спортивных и других событий. И начнем с курса валют. Курс доллара, который Центробанк установил сегодня, составил 63 рубля 71 копейка. Евро остановилось на отметке в 70 рублей 75 копеек. Касаемо обмена доллара, в Якутске покупает по лучшей цене Восточный банк за 63 рубля 55 копеек, а продает банк АТБ за 64 рубля 5 копеек. Что касается евро, то выгоднее всего европейскую валюту покупает тот же Восточный банк за 70 рублей 25 копеек, а продает банк АТБ за 70 рублей 79 копеек. В декабре в России вступают в силу несколько важных нововведений, которые так или иначе коснутся всех россиян. Одни из значимых – новые тарифы на электроэнергию, санкции для недобросовестных пользователей водными объектами и другие изменения. Подробнее рассказывает Дмитрий Тымыров. Добрый день, Сергей. С 1 декабря вступили в силу изменения уголовного законодательства. Теперь правительство страны дополнило перечень сильнодействующих и ядовитых веществ, незаконный сбыт которых запрещен. В перечень включаются прегабалин, пантадол и тропикамид. Эти вещества используются в медицине, поэтому медикам и пациентам нужно быть внимательнее. С 1 декабря все три препарата включены в перечень наркотических веществ, незаконный оборот которых попадает под действие статьи 234 Уголовного кодекса Российской Федерации. Наказание по ней включает в том числе лишение свободы на срок до 3 или до 5 лет. А с 5 декабря начал работать реестр недобросовестных водопользователей. Юридические и физические лица, которые лишены судом права использовать водный объект, теперь будут попадать в специальный реестр. Согласно закону, вести этот реестр будет Росводресурсы. Информация о нарушителях можно будет исключить через 2 года со дня внесения. Разработать данный законопроект правительству пришлось в связи с тем, что в настоящее время в указанных аукционах нередко побеждают те, кто не планирует использовать акваторию, а хочет извлечь выгоду, приступив в право пользования другому лицу. С 1 декабря вступили в силу приказ Федеральной антимонопольной службы, устанавливающий тарифы на электроэнергию, которые будут действовать в следующем году. Речь идет о минимальной и максимальной планке. При этом, собственно, тарифы будут устанавливаться уже на региональном уровне, но в пределах установленного диапазона. Скорее всего, в начале года повышение будет не слишком значительным. По крайней мере, об этом в октябре 2019 года российской газете рассказал доцент кафедры государственного и муниципального управления Российского экономического университета имени Плеханова Кирилл Парфенов. Во втором полугодии, по его оценкам, цены могут вырасти в среднем до 5%. Цифры также будут зависеть от того, какая плита установлена в квартире или в доме, а также от того, как распределяется использование электричества в течение суток. Теперь при чрезвычайных ситуациях граждане будут получать финансовую помощь. Закон вступит в силу 31 декабря. Органы государственной власти субъектов федерации получат право выплачивать гражданам финансовую помощь и единовременные пособия при ликвидации ЧС федерального и межрегионального характера из региональных бюджетов. Возмещение понесенных регионами расходов на указанные цели будет обеспечиваться за счет средств федерального бюджета в порядке, установленном правительством Российской Федерации. Власти на местах смогут оперативно оказывать материальную помощь людям, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций и потерявшим все свое имущество. Банкам изменили суммы взыскания долгов. С 1 декабря взыскание долга в упрощенном порядке будут проводить, если сумма превышает 3000 рублей. Раньше этот порог составлял 1500 рублей. По данным газеты «Коммерсант», в прошлом году кредиторы и коллекторы получили через суд более 90% решений о взыскании долгов в упрощенном порядке, то есть без судебного разбирательства. Для этого достаточно судебного решения, которое принимается в одностороннем порядке, или подписи нотариуса. При этом должник не может оспорить решение в суде. С начала декабря ряд товаров обязали маркировать. В этот список попали сразу несколько товаров. Формальная маркировка нужна для защиты рынка от контрафакта. Однако стоит помнить, что и средства маркировки, и устройства для считывания марок стоят денег и кем-то производится. Чем больше групп товаров должны маркироваться, тем больше такого оборудования придется покупать розничным магазинам. Расходы на это будут входить в цену товара. В новый порядок перевозки скоропортящихся грузов по железным дорогам вступил в силу 7 декабря. Если пищевые или непищевые грузы требуют при перевозке специальных условий охлаждения, отопления, вентилирования, нужно ориентироваться на новый документ правительства. Старый приказ 2003 года прекращает свое действие.
С 21 декабря вводится 6-й максимальный экологический класс для пассажирских и грузовых автомобилей категории М и Н. Вступает в силу поправка в технический регламент Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств. Это устранит существующий пробел в регулировании международных грузовых перевозок. С 28 декабря повышаются пределы ответственности авиакомпаний за причиненный при перевозке вред. Речь идет об ответственности за вред пассажирам, багажу или грузу. Ее пределы устанавливает Монреальская конвенция 1999 года, поскольку конвенция международная, используется особая денежная единица – специальные права заимствования Международным валютным фондом. Напомним, на сегодня стоимость одного СПЗ специального права заимствования составляет около 88 рублей. С началом календарной зимы все легковые автомобили в России обязаны переобуваться в зимние шины. Таковы требования технического регламента о безопасности транспортных средств. Согласно ему, наличие зимних шин в зимний период необходимо для легковых автомобилей и грузовиков полной массой не более 3,5 тонн. При этом на одну ось не могут быть установлены шины разных моделей. Данные требования будут действовать в декабре, январе и феврале. Соответствующие покрышки должны быть установлены на всех колесах транспортного средства. Также на весь зимний период запрещается использование автомобильных шин без липучек или шипов. Штраф за использование летних шин в зимний период пока не предусмотрен, но соответствующий законопроект уже имеется. Ну и в конце, с 1 декабря на продажу поступили новые сим-карты с отечественной криптографией. Теперь все процедуры идентификации и аутентификации абонентов всех сетей будут осуществляться с помощью криптографии, которая должна соответствовать всем требованиям ФСБ. Переход от старых сим-карт к новым будет осуществляться постепенно. Массовая замена сим-карты в России пока не предусмотрена. Как говорят эксперты, в дальнейшем новая сим-карта будет реализовать универсальную цифровую подпись, которая со временем может спокойно заменить бумажный паспорт. Сергей, на этом у меня все. Дмитрий Темыров рассказал о нововведениях, которые вступают в силу с начала следующего года. Мы продолжаем. Пенсионеров старше 80 лет пригласили лично явиться в отделение пенсионного фонда, чтобы они подтвердили свое право на получение пенсии. Подробнее в обзоре экономических новостей расскажет мой коллега Иван Лазаренко. Иван, приветствую. С чем связано такое пристальное внимание к пожилым людям со стороны пенсионного фонда? Сергей, приветствую. Дело в том, что данная норма лично подтверждать право получать пенсию регламентирована федеральным законом о страховых пенсиях и направлена на то, чтобы исключить незаконное получение пенсии, например, родственниками пенсионера. Это новости экономики на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. Пожилых граждан старше 80 лет приглашают лично явиться в отделение пенсионного фонда, чтобы они подтвердили свое право на получение пенсии. Как выяснилось, возраст пенсионера тут особого значения не имеет. Проверяют пенсионеров, которые не получают деньги лично. Дело в том, что оформить выплату можно разными способами. Например, в городах граждане чаще всего используют перевод на банковскую карту, а в сельской местности удобнее получать пенсию наличными из рук почтальона. Есть и такая форма, как выплата пенсии по доверенности, когда деньги получает другой гражданин. Именно в этом случае закон о страховых пенсиях требует от пенсионера подтверждать раз в год факт своей регистрации по месту получения средств. Подобная норма направлена на предотвращение случаев незаконного получения денег. Бывает, человек умер, а его родственники продолжают получать его пенсию, пояснили в пенсионном фонде. Кстати, требование обязательно явиться в местное отделение фонда – это не единственный возможный способ заявить о себе. Если у пенсионера есть сложности с личной явкой, он всегда может обратиться в Пенсионный фонд России, чтобы специалисты мобильной клиентской службы приехали и засвидетельствовали факт получения пенсии у него на дому. И в продолжении темы в комиссию правительства России по законопроектной деятельности должны поступить два законопроекта Минэкономразвития России, первый из которых предлагает запретить взыскивать долги со страховых пенсий жителей России. А во втором указывается, что при взыскании долгов с зарплаты должен всегда оставаться прожиточный минимум. Сегодня пенсия считается доходом, с которого могут быть удержаны различные долги, в том числе банковские задолженности, коммунальные платежи и штрафы. Нельзя удерживать долги только с различных соцвыплат, например, за приемных детей.
Первым законопроектом предлагается пополнить список неприкосновенных доходов целым рядом пенсий. Страховой пенсией по старости, страховой пенсией по инвалидности, накопительной пенсией, а также пенсиями по государственному пенсионному обеспечению, пенсионным обеспечением военнослужащих и правоохранительных органов, а также пособиями по временной нетрудоспособности. В пояснительной записке указано, что право на социальное обеспечение и пенсии установлено Конституцией России. Однако право взыскивать долги с пенсий, по сути, нивелирует эти конституционные права, считают авторы законопроекта. Трубопровод «Сила Сибири» является стержнем развития газотранспортной сферы Восточной Сибири и Дальнего Востока России, считает глава «Газпрома» Алексей Миллер. По его словам, маршрут прокладки магистрали разрабатывали таким образом, чтобы охватить максимальное количество населенных пунктов. Напомню, 2 декабря президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпинь запустили в эксплуатацию газопровод «Сила Сибири». Торжественная церемония проходила в режиме телемоста. С помощью газопровода КНР начнет получать российские углеводороды. Газ с месторождений Восточной Сибири будет транспортироваться не только на экспорт в Китай, но и на внутренний российский рынок. В декабре в России заработал новый механизм восстановления прав тех граждан, чьи дома бросили недобросовестные застройщики. Первыми денежные возмещения от Фонда защиты прав обманутых дольщиков получили в Саратовской области. В среднем граждане получают на 35% больше сумм, которые они заплатили по договорам долевого участия. Компенсация рассчитывается независимыми оценщиками по каждому дому отдельно, исходя из средней рыночной стоимости квадратного метра жилья. Выплата производится в том случае, если эксперты, привлеченные фондом, посчитают, что достраивать долгострой экономически невыгодно. Отмечается, что на рассмотрение Госдумы вынесен вопрос об освобождении дольщиков, получающих компенсации от уплаты подоходного налога. Российские авиакомпании в ближайшие 10 лет рискуют столкнуться с нехваткой пилотов, которую действующие учебные заведения не смогут восполнить. Об этом сообщили в профсоюзе летного состава России. Кадровый голод может начаться уже в 2021-2023 годах из-за ухода на пенсию большого числа летчиков в возрасте. Решением проблемы может стать увеличение заработной платы пилотов-инструкторов и обновление материальной базы училищ. При этом эксперты отмечают, что бюджетные деньги на это можно сэкономить за счет негосударственных учебных центров. В целом, в ближайшие 10 лет дефицит пилотов составит 550-600 человек. На этом у меня пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24. Сергей, ну а я прощаюсь. Актуальная и свежая информация обязательно появится в следующих выпусках. Спасибо. Иван, спасибо тебе. А мы продолжаем нашу программу. Около 440 миллионов тонн угля планируется добыть в России до конца этого года. Из них около 210 миллионов тонн направят на экспорт. В 2020-м планируется добыть уже 453 миллиона тонн. Эти же данные утверждены в проекте федерального бюджета. Отмечается, что за 10 месяцев этого года угледобывающие компании извлекли 359 миллионов тонн угля и выполнили план на 82%. Между тем, горняки Айхальского комбината уверены, для планомерной добычи нужно вовремя обновлять технику. Только в этом году на эти цели предприятие получило 1,5 миллиарда рублей. Какую технику уже приобрели и чего от нее ждут горняки, узнавала Альбина Шарафетдинова. На руднике Айхал в разгаре техперевооружения. Средства Алроса на это не жалеют. Только в этом году выделили 1 миллиард 600 миллионов рублей. Это на 382 миллиона больше, чем в прошлом. На рудник уже поступила новая техника. Сейчас она в работе. Новый анкероустановщик фирмы «Сэндвик». С его помощью укрепляют выработки шахты. Преимущество новой техники горняки уже оценили. Преимущество у нее в том, что у нее 2 молотка. Соответственно, она переворачивает, то есть отбурила, перевернулась, сразу забил анкер. То есть не надо убирать, подставлять, вставлять анкер. То есть это все делается автоматически. Кроме буровой купили и 2 погрузодоставочные машины. Те, что отвозят отбитую алмазную руду к подъезду на гора. К новой технике также привыкли быстро. Горняки говорят, переобучаться не пришлось. Для удобства работы там есть даже бортовой компьютер. Техника не стоит на месте, поэтому сейчас все компьютеризировано. Техника оборудуется новыми блоками, новыми системами. И вот в плане диагностики поломок это очень удобно. То есть машина сама может показать, что в ней сломалось, что нужно делать, заменить масло, заменить какую-то деталь и так далее.
Также закупили 2 подземных самосвала. Грузоподъемность каждого 10 тонн. Именно столько руды за раз перевозит техника. Приобрели и новое оборудование для ламповой. Это 12 автоматических зарядных станций. Как отмечают сами работники, стало намного удобней. Здесь указано время, сколько лампа заряжается по времени. Лампа заряжается 12 часов. На смену как раз хватает рабочему. Старые столы у них шли, показывала лампочка заряд, разряд и примерно 80% заряда. А здесь уже точное время. Также на предприятие поступила машина для зарядки взрывчатых веществ фирмы «Чармик» и мобильная мастерская этой же фирмы. В ней есть все необходимые инструменты для ремонта горной техники. Сейчас сервисные инженеры проводят диагностику. После этого машины спустят вниз, где и начнется их эксплуатация. Альбина Шарафединова, Дмитрий Храмкин, телеканал «Алмазный край». Прокуратура республики направила в суд уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника полиции. Подробности у моего коллеги Юрия Осипова. Юра, приветствую. Что же там случилось? Да, здравствуйте, Сергей. В конце июля прошлого года обвиняемый, когда к нему пришли полицейские, взял со стола кухонный нож и ударил им в живот помощника участкового. Сейчас расследование уже завершено и дело направлено в суд. Здравствуйте, в эфире обзор чрезвычайных происшествий в студии Юрий Осипов. Начнем с происшествий в нашем регионе. Сотрудник СИЗО, расположенного в микрорайоне Марха, мог совершить самоубийство. УФСИН региона устанавливает обстоятельства его смерти. 7 декабря этого года сотрудник следственного изолятора номер 1 обнаружен без признаков жизни по месту жительства. По предварительным данным, он совершил самоубийство. Обстоятельства происшествия устанавливаются, рассказали в пресс-службе ведомства. Предварительно установлено, что 29-летний сотрудник СИЗО произвел выстрел в голову из охотничьего ружья, находясь у себя дома. В Нерюнгринском районе полицейские изъяли более 140 литров алкоголя, которые продавали без соответствующей лицензии. Так, в одной торговой точке в Нерюнгре было обнаружено и изъято 246 бутылок алкоголя общим объемом 123 литра. Также в одном из продуктовых магазинов поселка Чульман изъяли 20 литров алкогольной продукции. Отмечается, что против нарушителей составлены административные протоколы по статье «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами». Прокуратура Якутии выявила более 1700 нарушений закона против бизнеса. Нарушения выявлены за 10 месяцев этого года. Для их устранения принято около 800 актов прокурорского реагирования. К ответственности привлечено порядка 250 лиц. По материалам проверок возбуждено 5 уголовных дел. Также по результатам проверок перед предпринимателями погасили задолженность на сумму свыше 110 миллионов рублей. Пресекли факты предоставления предпринимателям субсидий не на конкурсной основе, установления к ним требований, не предусмотренных законом, и другие нарушения. Кроме того, прокуратура региона исключила свыше 750 проверок из плана следующего года. Также ведомство пресекло проведение 66 незаконных внеплановых проверок в связи с отсутствием оснований для их проведения и несоблюдения требований к оформлению документов. 8 декабря во 2 часу ночи на телефон оперативного дежурного службы спасения республики от жильцов одного из домов по Сергеляхскому шоссе поступило сообщение о том, что на 1-м этаже из стены слышны крики о помощи. На место происшествия незамедлительно выехали спасатели. Прибыв на место, они выяснили, что мужчина, находясь в техпомещении 10-го этажа, уронил валенки в вентиляционное отверстие и, пытаясь их достать, провалился, пролетев по вентиляции порядка 28 метров и застрял в районе 1-го этажа вниз головой. Благодаря тому, что к низу шахта идет на сужение, скорость падения замедлилась и мужчина остался жив. Прибывшие на место происшествия спасатели приступили к деблокировке пострадавшего. Благодаря слаженным и оперативным действиям спасателей мужчину удалось достать из стены и передать его работникам скорой помощи. Перейдем к происшествиям в мире. Пожар на фабрике в столице Индии Дели унес жизни более 40 человек. Большинство погибших задохнулись в дыму. Глава администрации города распорядился провести расследование. Подробности в следующем материале рассказывает Сергей Берец. По меньшей мере 43 человека погибли во время пожара на фабрике в Дели. Они спали прямо в цехах.
Пламя вспыхнуло рано утром в воскресенье в пятиэтажном здании в квартале Ананджманди. В нем шили одежду, производили картонную упаковку и пластиковые изделия. Как полагают специалисты, именно продукты горения пластика стали основной причиной гибели людей. Они задохнулись от едкого дыма. Несколько десятков человек удалось эвакуировать. О ходе спасательной операции рассказал представитель службы быстрого реагирования в чрезвычайных ситуациях Атул Кумар Гарг. Мы вынесли из здания 52 человека. Сигнал поступил в 5 часов 22 минуты. Сначала мы отправили на место 2 машины, а в общей сложности 35 расчетов. Это 150 пожарных. Спасенных развезли по больницам. Точное число погибших и пострадавших можно будет назвать позже. По уточненным данным, спасатели вынесли из сгоревшей фабрики более 60 человек. Согласно предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание. Глава городского правительства Дели Арминд Кеджривал распорядился провести расследование. На владельца предприятия заведено уголовное дело. Он скрывается. Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал происшествие ужасающей трагедией. Он выразил соболезнования близким жертв и пообещал выплатить компенсации семьям погибших и пострадавшим. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя и до встречи в эфире. Сергей, ну на этом у меня все новости. Увидимся в следующих выпусках. Юра, спасибо. Ну а мы продолжаем выпуск. Сегодня по всей стране отмечают День Героев Отечества. Памятная дата отмечается ежегодно 9 декабря. В честь этой даты в Москве, в Георгиевском зале Кремля, проходит торжественный прием с участием Героев Отечества, на который также приглашаются члены правительства Российской Федерации, члены Совета Федерации Госдумы, региональные власти, а также представители конфессий, общественных объединений, деятели культуры, науки и искусства. А в российских городах к этому дню приурочено проведение праздничных концертов, встречи с ветеранами и другие торжественные мероприятия. Сегодня отмечается этот знаменательный день в головном вузе региона. В торжественной обстановке проходит церемония награждения ежегодной премии имени Алексея Никифорова и Трифона Антонова, чьи героические поступки спасли жизни якутян. Отметим, премия вручается с 2015 года отличившимся студентам и преподавателям за героические поступки. На церемонии награждения находится наш корреспондент Дмитрий Тымыров. Дима, приветствую. Тебе слово. Добрый день, Сергей. Но хочется отметить, что 5 лет тому назад именно в здании, в зале ученого совета учебно-лабораторного корпуса Северо-Восточного федерального университета была учреждена данная премия. И вот в этом году ее вручают уже 5-й раз. Более подробно об этом, кому и за что вручается данная премия, расскажет нам советник первичной профсоюзной организации. Летом 2015 года выпускник юридического факультета СВФУ Алексей Никифоров и студент 4-го курса автодорожного факультета СВФУ Трифон Антонов ценой своей жизни спасли утопающих ребят и друзей. 21 ноября 2015 года на совещании ученого совета было принято решение в целях увековечивания памяти о героических поступках наших студентов учредить ежегодную премию в размере 100 тысяч рублей. И 4 года подряд мы выдавали премию студентам за проявленное мужество и бесстрашие в мирное время. Ну, хочется отметить, что в разное время обладателями премии становились студенты исторического факультета, горно-геологического факультета, Института биологических наук. Ну, а в этом году обладателями премии стали студент 2-го курса Николай Эверстов и преподаватель Евгений Захаров, отделение Института естественных наук. Именно они в июле этого года во время прохождения летней практики в Магаданской области спасли своего однокрупника Евгения Захарова от нападения медведя. Именно их поступок сегодня оценили коллеги и преподаватели Северо-Восточного федерального университета. И сейчас в зале ученого совета им вручают награды, премию в размере 100 тысяч рублей. И каждый год в этом мероприятии принимают участие родственники погибших героев Алексея и Трифона. Именно
именно они участвуют в решении, кому выдавать данную премию. Вот что они нам сообщили. И вот уже на протяжении 5 лет награждается такая вот благородная премия в честь наших героев Алексея и Трифона. И в этом году поступило 2 заявки. Это студенту и преподавателя за их героический поступок, за помощь своим товарищам. И хотелось бы от лица родных и близких Алексея поблагодарить университет за такую вот премию, которая вручается ежегодно. Заявки на премию принимаются каждый год. В этом году его заявки принимали с 21 ноября по 5 декабря. Так что в следующем году мы услышим имена новых героев. Сергей, на этом у меня все. Дима, спасибо. Дмитрий Тымыров в прямом эфире рассказал о вручении премии, приуроченной ко Дню Героев Отечества. Далее переходим к мировым новостям. Обрушение скалы в Новой Зеландии снял на видео местный житель. Происшествие совпало с разливом реки, из-за чего власти объявили режим чрезвычайной ситуации, рассказывают наши коллеги. Часть скальной гряды, известной как Клондайк-террас на южном острове Новой Зеландии, обрушилась в реку Рангитата. Свидетельницей происшествия стала Энджи Протероу из округа Тимаро. Драматический момент она сняла на видео и разместила на своей странице в Facebook. Обрушение произошло после того, как из-за проливных дождей резко поднялся уровень воды в реке. Власти округа предупредили жителей о возможности новых ливней в субботу и воскресенье и призвали людей быть готовыми к срочной эвакуации. А на Кипре, напротив, искусственным рифом станет Сухогруз. Накануне власти и экологи затопили его у южного побережья острова. Авторы идеи полагают, что новый подводный объект принесет пользу окружающей среде и станет туристической достопримечательностью. Продолжат тему наши коллеги. Это не кораблекрушение, а экологическая операция. Правительство Кипра, туристическая комиссия Ларнаки и природоохранные организации осуществляют проект по созданию в прибрежных водах острова искусственных рифов. 63-метровый сухогруз Элпида погрузился на дно морское в субботу. С суши и с лодок за процессом наблюдали многочисленные зрители. Судно самое крупное из тех, что станут основой для нового подводного объекта. По словам министра аграрной политики, сельского развития и охраны природы Кипра Костаса Кадиса, это позволит обогатить и защитить разнообразие морской фауны. В то же время риф сыграет роль привлекательной туристической достопримечательности и стимула для активизации экономической деятельности, прогнозирует министр. Элпида должна была пойти на металлолом. Владельцы решили подарить ее властям острова. Как полагает председатель комиссии по туризму Ларнаки Динос Левкаритис, в своем новом качестве сухогруз привлечет туристов со всего мира и местных жителей. В ближайшие дни произойдет очередное затопление. Поскольку суда, составляющие рукотворный риф, находятся на глубине всего 13 метров, нырять не можно не только с аквалангом, но и просто с ластами, маской и трубкой. Горстка ветеранов приняла участие в памятных торжествах в Перл-Харборе на Гавайских островах. Накануне исполнилось 78 лет со дня японской атаки на расположенную здесь американскую военно-морскую базу. Это стало поводом для вступления США во Вторую мировую войну. Продолжат тему наши коллеги. Самому молодому из них глубоко за 90. Около дюжины ветеранов, переживших атаку японской авиации на базу Пёрл-Харбор в декабре 1941 года, вернулись сюда, чтобы принять участие в церемонии в память о событии, произошедшем 78 лет назад. К ним присоединились около 30 боевых товарищей, сражавшихся в годы Второй мировой войны на других театрах боевых действий, военнослужащие, политики, религиозные деятели и обычные граждане. Харри Харрис, американец японского происхождения, адмирал в отставке и посол США в Южной Корее, назвал ветеранов
величайшим поколением, сыгравшим неоценимую роль в защите свободы, которой мы все наслаждаемся сейчас. Он выразил им глубокую благодарность за их преданность стране, которую они храбро защищали. Среди них 97-летний Херб Элфринг из Джексона, штат Мичиган. В момент нападения на базу он служил в батарее береговой артиллерии. Лу Контор, которому исполнилось 98, последний из оставшихся в живых членов экипажа, затонувшего от прямых попаданий линкора «Аризона». Он завещал после смерти похоронить урну с собственным прахом на борту корабля, который по-прежнему лежит на дне гавани и стал братской могилой для его товарищей. Преподобный Фудзита из японского религиозного комитета вознес молитву о мире и счастье для человечества и всех живых существ на земле. Память погибших почтили минутой молчания и салютом. В этом году мемориальные торжества омрачены двумя трагическими инцидентами. 4 декабря военный моряк убил здесь, на базе Перл-Харбор, 2 гражданских сотрудников Министерства обороны и покончил с собой. 2 дня спустя летчик-стажер из Саудовской Аравии лишил жизни 3 человек на базе Пенсакола в штате Флорида. Его застрелили полицейские. Японская палубная авиация атаковала базу ВМС США Перл-Харбор в 7 часов 55 минут 7 декабря 1941 года. Американцы потеряли убитыми более 2400 человек. Потоплены и повреждены 8 линейных кораблей. Уничтожены или выведены из строя более 300 самолетов. Потери японцев оказались незначительными. Президент Франклин Рузвельт назвал 7 декабря днем позора и с согласия обеих палат Конгресса объявил Японии войну, в результате чего Соединенные Штаты официально вступили во Вторую мировую. Возвращаемся в наш регион. В Нерюнгри сегодня стартовал республиканский семинар «Стратегия развития российского движения школьников» в Нерюнгринском районе. В мероприятии принимают участие руководители, заместители директоров по учебной и воспитательной работе, методисты, педагоги и многие другие. Какие мероприятия пройдут в рамках семинара, расскажет наш коллега Сергей Козюра. Он на прямой связи. Сергей, приветствую. Как долго продлится семинар? Добрый день, Сергей. Семинар продлится 2 дня и пройдет он на базе ЦРТДЮ. Более подробно о целях и задачах и о предстоящих мероприятиях данного семинара мы поговорим с методистом детского движения по Нерюнгри Светланой Караевой. Светлана Викторовна, добрый день. Расскажите, пожалуйста, для чего этот семинар, что преследует? Наш республиканский семинар посвящен стратегии развития детского движения в Нерюнгринском районе. Мы делимся опытом, какими-то находками. Конечно, ищем поиск новых решений, потому что, несмотря на позитивный опыт, конечно же, есть сложные ситуации. В принципе, по этому поводу мы собираем сегодня круглый стол. Мы хотим познакомить все целевые группы, ребят разных возрастов с проектами российского движения школьников, а также хотим решить проблему привлечения родителей к детскому движению и к социальной совместной активности совместно с детьми. Светлана Викторовна, вот расскажите, пожалуйста, какие в рамках семинара еще пройдут мероприятия? Сегодня пройдет круглый стол. Завтра у нас будут проходить работы по секциям, лучшие практики Нерюнгринского района по российскому движению школьников. 7 будет у нас станций, направлений, где ребята из актива и наши гости, администрация района, педагоги, родители познакомятся с теми технологиями, которые как раз позволят посмотреть другим взглядом на российское движение школьника, понять практически необходимый опыт. Спасибо большое, Светлана Викторовна. Ну, вот такая информация у нас к этому часу. Сергей. Сергей, спасибо. Я напомню, Сергей Козюра в прямом эфире рассказал о семинаре по развитию движения школьников в Нерюнгринском районе. Идем далее. Мужская сборная России по биатлону заняла 4-е место в эстафете на этапе Кубка мира в Остерсунде, не дотянув до бронзы. Россияне завоевали 1 медаль. 3-е место в спринтерской гонке занял Матвей Елисеев. Подробнее об этом расскажет Полина Долинская в рубрике «Спорт».
Полина, приветствую. Расскажи про успехи нашей команды. Здравствуй, Сергей. На сегодняшний день Норвегия и Франция, они сильнейшие сборные по биатлону. Именно они и занимают лидирующие позиции. А вот российская сборная чуть-чуть не дотянула до бронзы. И по результатам эстафеты 4 по 7,5 километров заняли 4-е место. Зато вот в зачете Кубка наций Россия вошла в почетную тройку лидеров и заняла 3-е место. Это новости спорта, в студии Полина Долинская. Женская сборная России заняла 5-е место в эстафете 4 по 6 километров на этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстертунде. В составе команд вошли Тамара Воронина, Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт и Лариса Куклина. Женская сборная отстала от победительниц на 1 минуту 37,7 секунды, затратив 9 дополнительных патронов на огневых рубежах. Победу одержала команда Норвегии, 2-е место у сборной Швейцарии. Женская сборная России занимает 5-е место в Кубке наций, имея в активе 1328 баллов. Женская эстафетная гонка завершилась соревновательной программой 1-го этапа Кубка мира. Следующий этап пройдет в австрийском Хохфельсене с 13 по 15 декабря. Московский ЦСКА обыграл в гостях баскетболистов Пермской Пармы в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счетом 89-70. Самым результативным игроком матча стал защитник ЦСКА Майкл Джеймс, набравший 27 очков. В составе Пармы больше всех баллов у защитника Лоренса Уильямса в количестве 16 баллов. В турнирной таблице ЦСКА с 7 победами в 10 матчах занимает 2-е место. Лидирует подмосковный Химки, победив во всех 9 встречах. Парма идет на строке 12-й, в активе команды 3 победы и 7 поражений. В следующем матче ЦСКА 15 декабря сыграет на своей площадке с казахстанской Астаной. Парма днем ранее встретится на выезде с Локомотивом Кубанью из Краснодара. Команды России заняли 1-е и 2-е места в мужской эстафетной гонке 4 по 7,5 километра на этапе Кубка мира по лыжным гонкам. Соревнования проходили в норвежском Лилихаммере. В составе российской сборной, занявшей 1-е место, выступали Иван Якимушкин, Евгений Белов, Илья Порошкин и Сергей Устюгов. Спортсмены показали результат 1 час 26 минут и 46,8 секунды. За команду России, которая финишировала 2-й, бежали Андрей Ларьков, Илья Семяков, Денис Спецов и Андрей Мельниченко. Замкнули тройку лидеров представители 1-й сборной Норвегии. В женской эстафете победу одержала также сборная Норвегии. На 2-й строчке команда США, 3-ми финишировали шведки. 1-я сборная России располагается на 6-й строчке. 2-я российская команда заняла 7-е место. Следующий этап Кубка мира пройдет 14-15 декабря. Спортсмены сборной России завоевали 9 из 10 золотых медалей, а также 6 серебряных и 16 бронзовых наград на международном турнире по вольной борьбе «Аланы-2019», который завершился во Владикавказе. Всего в турнире приняли участие более 300 спортсменов из 25 стран, среди которых представители России, США, Ирана, Монголии, Турции, Греции, Словакии и Грузии. Спортсмены из Якутии также принимали участие в турнире. В составе команды сборной России вошли призеры чемпионата России Виктор Рассадин и Михаил Иванов, чемпион мира среди студентов Эдуард Григорьев, победитель международного турнира в Индии Тимур Николаев и обладатель серебряной медали международного турнира Байкал Open и двукратный чемпион Якутии Турнир Сергин. Призовой фонд в каждой весовой категории составил $10 000. Первенство города Якутска по скалолазанию среди школьников стартовало в Якутске. Скалодром 24-й школы собрал 86 школьников из 3 столичных школ. Это юные скалолазы из 2-й, 19-й и 24-й школы. Это те учебные заведения, в которых уже созданы все условия для занятия этим видом спорта. Соревнования проходили в течение всего дня в 2 этапах. Первый этап – это ознакомительный для тех, кто только начал заниматься скалолазанием, а второй уже на сложность. В этой категории встретились дети, которые уже не 1-й месяц занимаются на скалодроме. На этом у меня все. Будьте в курсе новостей в мире спорта на Якутия-24. Сергей, передаю тебе слово. Полина, спасибо. Ну а мы идем далее.
Сотрудники с ненормированным графиком освобождаются от работы в выходные и нерабочие праздничные дни. Также у таких сотрудников должен быть увеличен оплачиваемый отпуск. Согласно Трудовому кодексу, ненормированный рабочий день является особым режимом работы, при котором сотрудника можно эпизодически привлечь к работе за рамками установленного рабочего времени. Зачастую такое привлечение рассматривается как сверхурочная работа, за которую должна выплачиваться компенсация. Между тем, эксперты поделились с населением, как сэкономить на новогоднем столе. По их мнению, готовясь к Новому году, россиянам лучше всего сэкономить на алкогольных напитках. Также стоит проанализировать, сколько продуктов были выкинуты после праздничного застолья в прошлом году, и постараться готовить меньше. При этом стоимость продуктов в 2019 году выросла, инфляция не стоит на месте, отметил эксперт. В предпраздничный период больше всего в цене вырастают мясо и ингредиенты для салатов. В этой связи люди с невысокими доходами, скорее всего, будут экономить на покупках, а потому не потратят больше денег, чем в прошлом году. Написать письмо Дедушке Морозу прямо в Великий Устюг. До Нового года остались считанные недели. Успеет ли дойти послание вашего ребенка до адресата? Ежегодно в предновогодние дни Почта России запускает акцию для того, чтобы каждое письмо желания непременно попало в руки Деда Мороза. Сейчас в здании почты находится моя коллега Юлия Михайлова. Юлия, расскажи поподробнее про данную акцию. Сергей, с 4 декабря и до конца декабря, прям до самого Нового года, по всей стране стартовала акция «Напиши письмо Деду Морозу». Акция проводится уже много лет в нашей стране. Ну и, собственно говоря, конечно же, многие родители, дедушки, бабушки, ну и, конечно же, в первую очередь это малыши, которые верят в сказку, верят в доброго волшебника, верят в Деда Мороза, в его силу, что этот сказочник исполнит все их желания, пишут письма. Такие ящики в эти дни установлены во всех почтовых отделениях по всей стране. В Якутске такой почтовый ящик установлен в главпочтамте. Главная его особенность, вот как его узнать, это наклейка, вот такая вот. Ну и, собственно говоря, здесь написан точный адрес, куда нужно адресовать свои письма Деду Морозу. Ребятишки сегодня, как мы увидели, постояли вот здесь вот перед эфиром. Оказывается, очень активно подходят со своими родителями, с дедушками, с бабушками, пишут письма Деду Морозу, ну и отправляют эти письма. Как нам рассказали сотрудники Почты России, выемка писем происходит дважды в день, 8 часов 6 минут, а затем в 17 часов 11 минут. Здесь установлены камеры по всему периметру вот этого зала. Делается это для того, чтобы все письма, выемка писем происходила вовремя и отправлялась строго каждый день адресатам дважды в день. И как нам рассказали в Почте России, письма, адресованные Деду Морозу, обрабатываются в первую очередь. Ну и, собственно говоря, вот что нам еще рассказала руководитель пресс-службы Почты России Мария Горохова вот об этой акции. У нас в Якутске, получается, такой ящик для писем Деда Мороза установлен здесь, на Дзержинского, 4, в главном почтамте. И, получается, по республике в таких же больших почтамтах, в Мирнинском, Нюрнбергском, в Майнском почтамте, в общем, в больших почтамтах будут установлены, в некоторых уже установлены. Ежедневно, конкретно с этого отделения, вынимаются письма в количестве 2000, 3000, в месяц, ежемесячно 70 тысяч, и именно в ноябре, в декабре это количество увеличивается в 1,5 раза за счет писем Деду Морозу. В прошлом году Почта России доставила в Великий Устюг более 200 тысяч писем Дедушке Морозу от детей и взрослых со всей нашей России. И вот главные участники этой акции, конечно же, ребятишки. И сегодня письмо написал Деду Морозу. Сейчас представится. Как тебя зовут? Игорь Сивцев. Что ты написал в своем письме Деду Морозу? Наверное, рассказал, как ты себя вел. Как ты себя вел в этом году? Хорошо. Ты пишешь письмо в первый раз или уже в прошлом году писал такое письмо? Много раз писал.
Не только в этом году. Расскажи, пожалуйста, о себе. Вот, ну, ты же попросил какой-то подарок у Деда Мороза, а вот Дед Мороз дарит подарки тем детям только, которые... Ну, каким детям, как ты думаешь? Добрым. А еще каким? Которые получают одни пятерки. А младшего брата ты не обижаешь? Нет. Хорошо. А скажи, пожалуйста, ты вот попросил подарок для себя и еще для кого? Брата. А почему именно для брата? Почему брат не пишет письмо сам? Он не умеет писать сам. И ты решил за него попросить у Деда Мороза подарок? Да. А вы решили с мамой прийти именно в эти дни? То есть ты, наверное, ждешь от Деда Мороза письмо какое-то, да? Да. А в прошлом году письмо приходило от Деда Мороза? Нет. Но надеешься, что в этом году Дед Мороз ответит тебе? Да. Мы тоже очень надеемся на это. Почему? Потому что Дед Мороз ведь должен успеть ответить на ваше послание. Поэтому очень важно, чем скорее вы напишите письмо, дорогие дети, ну и дорогие бабушки, дедушки, ну и все взрослые, конечно же, чтобы Дед Мороз успел за 7 дней ответить вам, ну и написать обратно послание своим респондентам. Что ты пожелал Деду Морозу? Какую игрушку именно? Но ты попросил игрушку, да? Да. И для брата тоже? Да. Ну давай мы не будем раскрывать все секреты, чтобы Дедушка Мороз, ну как бы ответил именно тебе и твоему братишке. Запечатаем наше письмо. Давай запечатаем и отправим. Давай. Так, Игорь сегодня подошел сюда вместе с мамой. Письмо это они вот очень долго его писали, очень долго составляли. Вот конверт. Конверт мы тоже подписали заранее, купили марочку. Сейчас мы его запечатаем и отправим. И будем надеяться, что Дед Мороз в этом году обязательно ответит Игорю на его послание. Игорь, а твои одноклассники тоже пишут такие письма? Да. Ну все, запечатал? Да. Идем отправим? Да. Пошли. Клиент номер 45. Вот сюда вот нужно отправить письмо. 17. Клиент. Ну что, Игорь, а что ты можешь пожелать всем ребятам? Чтобы учились на эти пятерки, были очень добрыми. И чтобы... Ну, в общем, исполнились все желания. С Новым годом? С Новым годом! С наступающим Новым годом! Пожелания такие от нашего Игоря. Ну и, собственно говоря, Сергей. Юля, спасибо. Юлия Михайлова о том, как написать письмо Деду Морозу в Великий Устюг, отправить его, и чтобы оно успешно туда добралось. И в завершение о погоде в крупных городах Якутии. В Алдании минус 18 градусов, идет снег, облачно, ветер 2 метра в секунду. В Ленске также минус 10, слабый ветер 1 метр в секунду, облачно и идет снег. Облачно и в Мирном, там минус 20 градусов, идет снег. В столице Южной Якутии, Нерингре, минус 22, ветер 2 метра в секунду и также идет снег. И в столице Якутии минус 39, облачно, ветер 1 метр в секунду и без осадков. К этому часу это все новости. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь на нашем канале.